Не секрет, что одна из главных причин заболеваемости и смертности в республике наряду с нездоровым питанием и вредными привычками – это низкая физическая активность. Этот фактор, хоть и частично, призван исправить целая сеть школ профилактики гиподинамии, то есть нарушения функций организма из-за недостатка физической активности. Работа по их созданию стала возможной благодаря президентскому гранту и уже активно идет. На базе медицинских организаций будут открыты такие школы, в которые будут вести занятия подготовленные инструкторы. Инструкторы по скандинавской ходьбе у нас будут готовиться в течение 3 семинаров, которые будут в Сыктывкаре, в Ухте и в Воркуте, собирая близлежащее муниципальное образование с тем, чтобы приблизить подготовку и меньше расходов было на медицинские организации для направления в командировки. Скандинавская ходьба выбрана не случайно. Она практически не имеет противопоказаний ни по возрасту, ни по состоянию больного. Еще один весомый плюс – доступность и экономичность. Для занятий из оборудования нужна всего лишь пара лыжных палок. Неудивительно, что в Коми этот спорт прижился, причем и здесь есть своя наука. Ошибка является, когда человек выносит руки вперед. То есть руки работают в основном позади туловища и акцент на разгибание локтя. В конце движения отталкивания обязательным является раскрытие кисти, то есть расслабление мышц руки. И включение в правильные осанки. То есть мышцы, которые нам поддерживают позвоночник, мышцы нашего корсета, они должны быть в тонусе. Спрос, особенно в районах, есть. Даже без школ скандинавской ходьбой занимаются люди разного возраста. Другое дело результат. Самодеятельных спортсменов тоже нужно обучать. Ходят некоторые, но в малом количестве, кто свободное время. Также у нас есть в ближайших районах есть совет ветеранов. Ходят, конечно, неправильно ходят, не умеют еще. Сейчас обучимся и буду показывать. План заставлен на это самое с января месяца, как обучать правильно ходить. На этом, кстати, борьба с факторами риска для здоровья населения не закончится. На очереди питание и вредные привычки уже за счет будущих грантов. А пока послы скандинавской ходьбы призывают всех, кто недостаточно двигается, что называется, вставать на палки. Евгений Стокос, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.